Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы отдать дань и уважение геройски погибшим сотрудникам силовых структур в борьбе с террористической атакой и почтить память невинных людей. В регионе не раз происходили страшные случаи, которые унесли сотни жизней. Это не должно повториться. Также ребятам показали документальный фильм, посвященный трагедии в Беслане. Тогда, в 2004 году, в первой городской школе террористы захватили в заложники несовершеннолетних. После небольшой беседы в актовом зале учащиеся 5 класса вместе с сотрудниками ФСБ отправились в историческо-демонстрационный зал, в котором находятся памятные фотографии и вещи, посвященные истории управления ФСБ. Подрастающее поколение должны понимать угрозу терроризма. Последствия этого явления необратимы. Далее школьники отправились возложить цветы на памятные плиты, на которых высечены имена героев, отдавших свои жизни ради спасения других. Терроризм – это плохо. Из-за терроризма погибло много сотрудников ФСБ, которые защищали нас и делали так, чтобы над нашими головами было мирное небо. А терроризм – это опасность, это горе для невинных людей. Такое же мероприятие прошло и в самой первой школе Магаса. Старшеклассники собрались в актовом зале, пообщались с сотрудниками управления ФСБ и посмотрели документальный фильм. Практически беседы проводятся с целью того, чтобы мы, подрастающее поколение, не обращали внимания на комментарии, каналы, которые призывают нас к терроризму, были против этого, были умнее этого, чтобы в будущем таких случаев, как произошел в Беслане 1 сентября 2004 года, было намного меньше, и у нашего подрастающего поколения не было мысли о том, чтобы сделать подобное. Я считаю, что это очень большая проблема современности. Каждый человек должен задумываться о том, что теряется множество жизней, также уничтожается множество материальных и духовных ценностей от этого. Такие мероприятия для школьников сотрудники ФСБ проводят регулярно. По их мнению, это окажет только положительное влияние на формирование детского сознания. Они научатся не просто понимать, что есть террор, но и убедятся в необходимости выполнения мер предосторожности. Это важное мероприятие в плане патриотического воспитания, прежде всего, и сохранения, наверное, той преемственности поколений, которая должна существовать, на мой взгляд. Потому что ребята сейчас пришли, многие посмотрели экспозицию, и кто-то нашел своих родственников, кому-то просто понравились истории, рассказанные экскурсоводом. Поэтому, мне кажется, в плане дальнейшего воспитания нашего молодого подрастающего поколения это очень важное и нужное дело. День солидарности в борьбе с терроризмом установлен в 2005 году для того, чтобы вспомнить жертв трагических событий и соплатить все гражданские сообщества в противодействии этому злу. Мадина Цора, Сулейман Костоев. Новости 24.